Жители села Шумхай Заречное много месяцев живут в неопределенности из-за строительства новой трассы, которую власти решили проложить через центр их села. Количество домов, которые могут пойти под снос, до сих пор точно неизвестно. Нам Министерство транспорта прислало очень важный ответ. Так вот, в этом ответе они написали, что пока не пройдет экспертизу проект, они не могут нам ответить, сколько реально жителей попадает под снос. То есть все, что говорили чиновники, что там попадает 50 домов или 20 или 170, все это ложь. Во всех новостях говорится о том, что утвержден только этап до Заречного, а в Заречном проблема. Дорога прошла экспертизы только до 16 километра, то есть до Заречного. После Заречного еще никаких экспертиз не сделано, ничего не решено. И сейчас я не понимаю, на каких основаниях сидит здесь в клубе эта комиссия, которая определяет людей, которые попадают под снос, какие не попадают под снос. Власти обещают, что все пострадавшие получат компенсацию за изъятые участки, но, по словам жителей, компенсации мизерные. Равноценное жилье на эти деньги не купишь. Многодетные семьи, которые попадают под изъятие, у них сразу снимается очередь на участок, так как многодетная семья может получить на участок от государства. Нас сразу снимают с очереди, вернее, с выплат государственных. Почему? Потому что у нас доход более 100 тысяч. Мы теряем, то есть нам год с 3 детьми надо прожить на то, что у нас есть в доходе в своем. То есть, а если минимальный доход, то сами представляете, в какой ситуации оказываются мамы и дети, Жители обеспокоены также будущим Аянского водохранилища, вдоль которого пройдет дорога. Кроме того, они уверены, строить подобную трассу через село опасно. При проведении геолого-разведочных работ здесь, по Заречному, подходили, общались с геологами. Грунты очень плохие здесь. Аргелит на глубине 30 метров находится. То есть для строительства трассы он не пригоден. Дорога не имеет статус федерального значения, соответственно, она региональная. Наша власть должна обсуждать с жителями села, как эта дорога будет проходить, кого будет сносить и так далее. Она должна получить большую часть согласия жителей Заречного. Но такого согласия нет, и в принципе среди нормальных, адекватных жителей нашего Заречного такого согласия быть не может. При этом в СМИ власти отчитываются, что с жителями Шумхай ведется диалог, и они с пониманием относятся к сложившейся ситуации. Также обещают потратить около 350 миллионов рублей на строительство социальных объектов в селе. Чтобы как-то успокоить жителей, чиновники постоянно обещают, что вместе со строительством трассы они облагородят и само село, заасфальтируют дороги, построят детские площадки. Но пока поступает только наоборот. Здесь выключили светофор и убрали единственный пешеходный переход, по которому жители добирались из одной части села в другую. Вместо регулируемого пешеходного перехода в селе построили виадук, но для жителей он крайне неудобен. Здесь нет пандусов, а лифт предназначен только для инвалидов с колясками. Медпункт у нас на той стороне. Люди идут утром делать капельницу, больные с сердечными болезнями. Ему надо на 4-й этаж подняться, а пока спустится, он пойдет туда. А еще назад потом после капельницы идти. Люди оттуда, магазин здесь, проходят с сумками. Бабушку мы поднимали на бабушку тащили, еще сумки тащили. Слой снега обледеневший, и мы так по перилам карабкаемся, чтобы забраться и спуститься и не упасть. В России сейчас работает программа «Доступная среда». Это производство пандусов, подъемных механизмов, закатных систем для инвалидов, для мамочек с детьми и так далее. На этом переходе это отсутствует. То есть любая мама со своим ребенком, с коляской просто физически подняться сюда не может. Ребенок может оттуда вывалиться, он не крытый. То есть если взять фотографии, просто даже посмотреть, какие переходы построены по России, в той же Москве, они все абсолютно закрыты, начиная от лестницы, заканчивая самим переходом. У нас же он полностью открытый, вываливайся откуда хочешь. Пока жители Шумхай борются с насущными проблемами, на первом этапе строительства трассы от села Бештерек-Донское до Шумхай уже ведутся подготовительные работы. Здесь планируют построить 2 транспортные развязки и 7 путепроводов. На строительство дороги в этом году выделено более 6 миллиардов рублей.